Всем привет из солнечного Крыма, из Ялты. Апрель месяц. Направляемся с вами на озеро в Партените, в районе Партенита. Юбилейное, озеро Юбилейное в горах. Сегодня у нас будний день, температура, ну давай едь уже. Ну и чё? Температура плюс 12. Вот. Да шо он кружляет? А он сворачивает. Так, температура плюс 12 за бортом, а на борту плюс 15. Так. У меня тут на руле теперь висит новый циферблат, новый пульт управления. Пульт управления от камеры 360 градусов обзор. Но я его сейчас не включаю, это потом уже, когда приеду к озеру, ближе к озеру, тогда уже. Собака бегает, довольная там что-то. Тут он все строит. Уже сколько? 4 этажа, что ли, или сколько? Раз, два, три, четыре, 5. А не, 5 или 6 где-то. Новые гостиницы рядом с Ялта Интурист. Там целый берег забрали, как это называется, море, что ли, спа-комплекс море, типа как в Алуште в профессорском уголке спа-комплекс море. И вот это вроде тоже называется море. Наверное, это ихнее. А там кто его знает. Может и не ихнее. Да, на МТБ сегодня будем ехать в одну сторону, а назад на турбо. Сегодня одел одни штаны только. Классика жанра. Одни штаны без подштанников. То уже сколько. Ну вот и в марте тоже ездил подштанники. Одевал теплые. Даже с начесом. Даже бывало, что одевал теплый с начесом. Еще одни подштанники легкие, только потом штаны. А сейчас вот решил выехать первый день в апреле месяце. Когда такое было, чтобы в апреле месяце в двух штанах кататься?
Погода изменилась очень быстро, резко поменялась. Раньше мы в апреле, ой, не в апреле, в феврале в конце мы уже ходили в шортах. А сейчас апрель месяц и холодина, блин. Да. А еще если ветер. Ветер, кстати, еще такой не особо. Ну, были дни там, теплый был ветер. Что-то строят он. Новое уже забрали землю с правой стороны. Это мы едем сейчас, выехали с Ялты, едем в сторону Никиты. Я люблю ездить через Никиту. То по трассе можно. Ну, Ялта, Массандра и по трассе. А я люблю через Никиту ездить. Вот. Через Никиту лучше. Здесь мало машин. Едешь себе спокойно, а там все-таки трасса. Ну, ездят тут машины, но все равно по сравнению с той дорогой основной здесь намного спокойней ехать. Сегодня с утра пасмурно было, а сейчас солнце разведнелось, такое уже погодка более-менее. Вот я, правда, не знаю, как там будет на озере. Дождь шел ночью. Что там? Грязюка нет. Ну а что нам? Мы танки грязи не боятся. Мы ездим везде. Только вот, правда, был случай в Коктебеле. Поехал на спортплощадку там из Орджоникидзе. Приехал, позанимался, такой нормально все. Потом пошел дождь. И надо ж назад ехать. А назад только был выбор ехать горной дорогой. И, короче, я тогда попал конкретно. Тогда грязища такая была. И дождь, причем такой, пошел и шел, и шел. Я пока выехал. Там горная эта местность. Пока туда-сюда, да, это жесть была. Он тут строит. Рядом что-то. Вот, а. В общем, я тогда попал в грязь такую. Там поднялся уже в горы. Вот. Там, в принципе, везде такая горная. Это я ездил в Тихую бухту ездил заниматься. В общем, там везде такая горная дорога, горная местность. Вот. И там дорога такая, она глинистая, что ли. То есть, когда дождь идет, все, хана. Ну, то есть, там травы вот так вот нету. Ну, естественно, асфальта тоже нету. И я, короче, уже поднялся там, потом начала грязюка везде липнуть на колесах. Цепь вся в грязи уже, все, короче,
комками уже. Я, короче, начал уже остановки делать, прочищать цепь там, чтобы можно было ехать. А то прям вообще раз и все, кручу, а оно вообще не крутится. Столько было уже грязи. И, короче, я пока с тех гор выехал, уже там перевал переехал, на асфальт, пока, блин, спустился, грязный как черт был. Ну, хорошо, что это было лето, как бы попал в дождь, когда было лето, то есть нормально. Приехал домой, отмывался, потом там чистился, капец было. Это было капец просто. Так, Никита, сейчас уже проехали Отрадное, сейчас Никитос. Тет-тет-тет-тет-тет. Вон сейчас виды на Ялту и на море. Но тут везде виды. Хоть влево смотришь, хоть вправо. Справа море, слева горы. Так что так. Так что как-то так. А недавно, кстати, менял трансмиссию. Была 12-скоростная и решил переставиться на 11-скоростную, на электровел. На том старом веле Куб, который был, у меня трансмиссия была там Shimano 11-скоростная. Это я что-то в этом году думаю, ну попробовать SRAM этот. SRAM, как он там правильно. В общем, а у меня кассета оставалась Shimano 1151. Я как-то в том году купил две, чтобы было на запасе. Вот. Купил их 2 штуки, и они у меня лежали. И это вот решил сейчас переставиться с 12 на 11-скоростную. Вот. И, в общем, купил цепь SRAM-овскую. SRAM-овскую на 100, не помню, по-моему, 114 этих колец, как они там, звеньев, о. А 114 это для моего байка мало. Для моего надо 126. И мы потом со старой цепи снимали части и ставили, чтобы вышло нормально. Вот. И, короче, для кассеты этой 1151 нужен задний переключатель с длинной лапкой. То есть не там не с маленькая лапка, не средняя, а с длинной. И еще не все длинные лапки подходят. Вот у SRAM GX задние переключатели, они есть несколько вариантов, и все эти варианты с длинными лапками. Но дело в том, что одна модель с длинной лапкой, она типа
заявляется как длинная, но на самом деле никакая не длинная. Я, короче, купил ее, а там оказалось, что это лапка сколько-то 60 сантиметров, что ли. А мне, короче, надо где-то 80. Вот. А мне 80 надо. И, короче, даже в идеале 90. Но тут еще играет роль не только самой лапки, а средней, короче, части самого заднего переключателя. И, короче, первый задний переключатель купил я. Убедились, что лапка не длинная все-таки. Она рассчитана на кассеты 11.46 максимум. А у меня 11.51, то есть на две самые большие звезды оно не переключается, сощелкают. Вот. А как раз мне вот именно надо большие кассеты, потому что я по горам езжу, в горки всякие поднимаюсь. Не пешком иду там, еле-еле там, и за собой вел тащу. А именно поднимаюсь я, в принципе, везде. Разные уровни сложности подъемов я, в принципе, везде заезжаю. И мне именно надо кассета большая, самая. Вот самые большие это 51, 52, больше нету. Что у Срема, что у Shimano. Вот. Ну и что? Так, сейчас Никитский ботанический сад. С левой стороны он у нас. И, в общем, переключатель я купил этот. Он не подошел. На две большие звезды он тупо не срабатывает. Не хватает длины. Пришлось покупать второй задний. Потом я созвонился с продавцом там на Авито. Нашел в Питере. В основном продают Питер, Москва, там большой выбор. Вот. Ох, машин тут. Это парад тюльпанов начался. И тут сейчас народу, по-моему, до начала мая. Что они тут так поставали раком, с раком. Вот. И я, короче, созвонился потом и заказал задний переключатель другой. Потом он мне, продавец, сказал, что второй, да, лапка намного длиннее. Ну и все, типа, о, класс, давайте, все, выслал. Ну и что ты? Выслал, в общем, и пришел же, заказал там еще цепь на всякий случай, на запас. Ну и пришел же он мне, да. Ученик. То левый поворот, то включил потом правый. Вот. И, в общем, пришел, начали ставить, и обломчик. Оказывается, сам петух-то длиннее. А вот по какой-то причине среднюю часть заднего переключателя они сделали короче, чем вот на том, который ставили первый. Это жесть. Мы в шоке были. И вот это SRAM GX задние переключатели.
Они, короче, подходят только на кассеты, в основном 1146. Ну и, в общем, придумали мы штуку такую, есть такой лайфхак. Вроде как. Покупаешь удлинитель петуха, вот, вешаешь его на сам петух, который стоит сзади, на петух крепишь его и потом крепишь его на сам задний переключатель. Тем самым получается длина заднего переключателя увеличивается, как бы ход больше становится, там длина, все это. Ну и вроде как работает. Вот такие дела, да. Так что с РЭМ, блин, еще надо угадать. 11-скоростная. Кстати, с 12-скоростной у меня проблем не было. Еще ты стал на этом. Вот. У меня на 12 было этот, как его, СРМ NX. Во. СРМ NX был. Да, и СРМ NX именно на 12-скоростной он работал, в принципе, отлично. Правда, потом там у меня это первый раз, когда был СРМ NX, задний переключатель лопнул, в горы поднимался там и лопнул переключатель. Ну, видно, наверное, на подъеме надо было не вот переключаться, как я типа щелкал там, а надо было до подъемов там, ну, ставить уже нормальную передачу и подниматься. А я, видно, щелкал, и он, ну, короче, у меня треснул, блин. Я потом там с гор спускался вообще без педалей. Вот. Ну, я потом же купил второй переключатель задний NX. Ну, он нормально у меня работал. Там было у меня, короче, СРМ NX, задний переключатель, кассета черная такая, 1052. И прекрасно все там работало. А вот на 11-скоростной сейчас мы станем. Там надо вот угадать. Вот GX этот, он, короче, не подходит. Фу. Так, Никита у нас сейчас. Едем, короче, дальше. Никита. Никитская Стелла. А нам ехать в Партенит. Ну, до Партенита, и потом там сворачивать надо в Запрудное. Все, выехали на трассу с КамАЗами, всякими МАЗами. Вон ездят всякие КамАЗы, тяжеловесы, 50-тонники.
Вон Гурзуф. Эх, не успел. А ну мы сейчас, наверное, заскочим на вид на Гурзуф. Сейчас там типа такой будет поворот на типа как не смотровая, а типа как зона для отдыха. Вон самосвалы всякие ездят, тяжеловесы. Идем. На 11 звезде сзади и спереди, по-моему, звезда 34, что ли. Ну и что-то там разворачивается. Видок неплохой, однако. Сейчас покажу вам. Чуть-чуть облачка присутствуют. Опа. А вон шапка медведя Аюдаг. Тучка, в общем, его накрыла. Вот такая красота. Гурзуф. Поселок городского типа Гурзуф, район Ялты. А тут от Ялты до Гурзуфа вообще рукой подать. Красота, ляпота. Хотел сейчас фотографироваться. Опа. Ну, сейчас мы вот так вот сделаем. Разворотик вот такой вот. Опа.
спуски, потом подъемы. Ох, тут кочки всякие. Ха. Блин, капец. Тут вечно стоят машины, чебуреки едят, кофе пьют. Гурзуф проехали. Все, теперь пошли подъемы. А нет, там дальше, наверное, будет еще один спуск. А потом уже будут подъемы. На МТБшке будем пока ехать. Турбо не будем использовать. Не знаю, хватит нам на турбо или не хватит. Ну, по идее, должно хватить. Было, по-моему, я ездил этим маршрутом, было 60 километров, что ли, или 65. Подъемы, подъемы. В этом году, кстати, еще я не ездил в Алушту, только в этот ездил, Утес. А в Алушту еще не ездил. Но это надо брать третий Аккум. Два у меня стоит встроенные, а третий Аккум брать надо с собой, потому что в Алушту 40 км и 40 80 плюс по Алуште, по набережной, там по Профессорскому где-то будет под 90. Так что возьмем третий Аккум и как-нибудь мотнемся. Фух, хорошо. Солнышко, солнышко, да. С утра было пасмурно, а сейчас вообще песня.
Музей Дом домовых налево 8 км. Я там не был, кстати. Что там за музей? Да я так, если подумать, то я в Крыму еще во многих местах не был. Оно что все некогда, то какие-то дела, какие-то там заботы, хлопоты. Так что, но в принципе в основных местах я был уже везде. Если так подумать, вот, то я был в основных местах везде. Ну, не считая, да, западного берега, типа Евпатории, там это, ну, я считаю, там делать нечего, ну, лично для меня. Гор нету там. Набережные, да, есть чисто так по набережной покататься вдоль берега. Ну, как бы можно поехать посмотреть разок, другой там. Но, а ну сейчас стоять. Сейчас мы станем. Но просто меня вот это, что на западном берегу Крыма не очень нравится, то что нету гор. То есть ездить чисто так по берегу, ну, не знаю. Не, ну вот я в Сочи был, да? В Сочи, в Адлере. Там, конечно, по берегу кататься удовольствие. Там такие набережные, особенно в Адлере. Там как бы приятно, да. Ох, подъемчик сейчас. Затяжной. Идем на подъем. Ха-ха. Пошел подъем жестче. Типа самый пик. Пошел самый пик. Аюдахон проезжаем. Молочка, что ли?
Самосвалы ездят эти. Вон человек едет себе левее. А КамАЗы, они прижимаются поближе к тебе. Ну, они ж типа большие, широкие. Так, надо же нам не прозевать наш поворотик. Ну, он дальше, он после подъема вот этого. Вроде бы так. Насколько я помню. Ну да. Все, приехали мы в Запрудное. Заехали с трассы. Тут по одной есть одна такая срезка. Сейчас будем по Запрудному петлять, пока не доедем до начала пути к озеру Юбилейному. Сейчас и проверим, как у нас работает перекидка на больших самых на 51-й звезде. «51-я звезда». Должна вкручивать капитально. Что-то там щелкает. Но тащит. А, 51-я, да. Запрудное. Сейчас время надо посмотреть, сколько у нас на часах наших. 3:30. Нормально, вот заводик такой вот. Винцо тут делают. Наверное, если местные здесь видят велосипедиста, они, наверное, сразу думают, что этот парень едет на озеро 100%. Потому что тут больше делать нечего. Кроме озера тут больше ничего и нету. Опа! Вон осталось море внизу.
It's my life. It's my drive. Вот такой поселочек, можно сказать, горный. Кстати, я хотел рядом съездить, тут есть озеро Круглое, что ли. Там чуть дальше. Сегодня я туда тоже не поеду, блин. Потому что я хочу на озеро. И потом хочу в Партенит на пляж. Мне что-то в Партените пляж прям вообще понравился. Там прям кайфушный такой. Лежишь, жопа не болит. Там такая галька мелкая. И она такая прям, не знаю, водой чем прям, ну, камни такие гладкие. А там туман он какой-то образовался в горах. Туман в горах. Главное, чтобы там не было грязно, чтобы была более-менее земля. А то по грязюке там, конечно, не хочется. Ладно, сейчас доедем, посмотрим. Тут он дождик. Был земля, асфальт, земля еще не подсохла. Теневая сторона. Так, машин нету. Нам вверх сюда. Жарить сало вверх. Церквушечка. Православный храм. Фух. Школа. Так, сейчас тут будут подъемы пожестче. О, кошечки красивые. Тут налево нам. Это я запомнил. Надо переключаться здесь. Ну, все, не спеша на ЕМТБ. На 51-й звезде втащим. Втащим. А тут никого нету сейчас. В будние дни людей нету вообще.
Опа, 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 опача. Сейчас посмотрим, как там, грязно сильно или нет. Что-то течет. Какой-то ручеек. О! Я только переключился на 51, а то я ехал на 42. Опа. Все, поднимаемся. Поднимаемся, поднимаемся. Тащим, тащим. Что трещит там у нас. Ух ты. Что-то трещит. Звезда трещит. Фух. Вот и поднялись. Вот туманчик такой. Собака гавкает. Фух. Вот такие горы впереди. Все. Поставили инсту 360. Включили GoPro. И погнали в горы. К озеру. Вон, красота какая. Фух. Хорошо. На подъемах жарко уже. То по трассе там было прохладно. Здесь в горах, кстати, ветра нету. Тихо, спокойно. И тихо, спокойно. И людей нету пока что. Вот как там дальше, интересно. Подсохло везде или нет. Проверим, проверим сейчас. Так, тут грязючка вот. Ну так нормально. Вон туманчик идет с левой стороны.
Так, включаем 48-ю. Не 51-ю, а 48-ю. Сейчас хочу послушать. Щелкает она. Ну да, тоже пощелкивает. Как и 51-я. Вот зараза. Значит, что-то все равно там задний переключатель не идеально работает. Оп. Дорожка грунтовая. Фух. Мы никуда не спешим. Время у нас есть. Будем ехать не спеша. Потихонечку. Вон тучи тянет к озеру. Вот собака. Вот собака такая. Так, а тут я не помню. А, я тут ехал, да, по правой стороне, потому что по левой может ехать какая-то машина, какой-то УАЗик, джип. Поедем по этой стороне. Ух ты! Да, жарковатенько, однако. Так, а здесь нам направо. Сейчас уже будет лесок. Будем подниматься. Можно даже включить турбосилу. О, поприятней. Но я не знаю, подниму сейчас здесь или нет. Дело в том, что рюкзак у меня сзади с чаем и со всякими вещами там. Попробуем сейчас. Посмотрим. Надо было переключиться, блин, ну ладно. Поехали так уже. Ой, ну тут понятно, тут мы затащим и так на 48-й. А вот дальше сейчас, переключился. Ну как вам? Турбо-кнопка. Ну тут, конечно, сейчас мы, наверное, уже слезем дальше. Тут еще пока мы съедем. А сейчас там дальше с рюкзаком просто тяжеловато ехать. Вот здесь сейчас будет тяжеловато нам ехать, да. Ой, все. Фух. Это я
По-моему, ездил с поясной сумочкой сюда. Заезжал. А с рюкзаком тяжковато. Фух. Кто-то едет на мотоцикле сзади. Кто-то куда-то ездил на мотоцикле отдыхать. Может, есть какая-то дорога еще в объезд озера. Не вот это. Какая-то еще. Фух. Вот почти уже. Ох. А здесь, кстати, можно ехать. Сейчас поедем здесь. Фух. Вот здесь поедем, да. Фух. Фух. Жарко, жарко. Все, поехали. Здесь можно ехать. Там просто был такой прям подъем, что с рюкзаком не затащишь. А здесь можно. Ой, корни, корни. Вот это корни, это самое такое. Особенно если они мокрые. Фух. О, сейчас он. А ну интересно, сейчас мы заедем сюда, а корни тут, блин, не заедешь. Собака. Что там? Помощник что-то не хочет тащить. Собака. Помощник, давай. Помогай. О, тут грязище. Конечно, да. Фух, вот и озеро. Доехали. Там вон лужи, капец. Не объедешь. Вот и озеро Надежды. Так, надо запомнить. Спускались мы перед большой лужей. Так, а мое место для отдыха где-то здесь было. Возле дерева. По-моему, здесь, да. Вот оно. Так, только спускаться где лучше? Здесь? Наверное, здесь. О, тут для нас подготовили пикник. Ой. Ой. Опа. Вот такое озеро. Чистенько, в принципе. Здесь у берега. Красота. Очки снять. О.
Красота. Все, сейчас располагаемся. Пьем чай, отдыхаем.